Я попросил Дамира познакомить меня с какими-либо людьми, которые заинтересованы, в деньгах, имеют некий бизнес-подход к работе. Поэтому этот вебинар, он просто вот на бумажке. Кратко покажу, а дальше, если уж интересно, то начнем плотно сотрудничать. Работа платформа Финика. Сейчас введу finica.ru. Эта платформа создана как автоматическая система генерации прибыли. Расшифровывается как финансы и компания. Соответственно, фин и ко, да, финансы и компании. Название выбрано было совершенно случайно. Моя цель была найти какое-то буквосочетание, которое не связано с финансами. Слово «финик» вообще никак не рядом с финансами. Очень легко нам будет выделиться от любых других финансовых компаний, которые что-то начинают про себя говорить. Вот, пару лет назад, вы знаете, чем я занимаюсь, да, в партнерстве с Радиком Каримовым, вот, меня брежила идея, то есть надо делать что-то еще интересное, то, что может приносить деньги. Соответственно, я вышел в такое свободное плавание, то есть позволил Радику управлять процессами своего предыдущего проекта. Вот. А на сегодняшний день сформировалась некая концепция. То есть я увлекался идеей, как делать сверхдоходные инвестиции. Потому что все по большому счету говорят, ребят, вот 20%, вот 25%, вот 30%. Начинаешь смотреть чуть-то больше, попадаешь на какие-то хайпы, пирамиды, совершенно смутными персонажами, которые невнятным образом как-то не могут сформулировать, каким образом они делают доход. И в голове такая брежила идея, как вот все-таки это запаковать во все одно, при этом снизить все риски, потому что с кем не разговариваешь, все говорят, риск потери капитала максимальный, риск потери денег максимальный. И когда в голове вот есть задача, да, мозг, вот как утверждают ученые, мозг начинает соединять разные источники информации, и, ребята, у нас запись есть? Этого. В крайнем случае, Дамир, запись тебе скинут, ссылку, ладно? То есть для тех, кто не смог ничего увидеть полноценно. Вот. У нас есть разные точки информации, они начинают соединяться в различные другие решения. И вот я хочу поделиться решением. То есть я познакомился 2 года назад с человеком, который с помощью биткоина делает деньги, порядка там, от 5-7 до 25% в день на тот капитал, которым он работал. Он разработал безубыточную торговлю, так называемый цифрон, технологию цифрон, и работает 2017 года. И даже в 2018 году, когда биткоин все время падал, он зарабатывал больше всех. И этот человек, ему плевать было на этот курс, потому что он зарабатывал, просто перепродавая биткоины как огурцы, да, либо как турецкие джинсы, потому что, если быть совсем честным, как землянику, у которой такой плавающий курс, да, то есть многие знают, если кто-то, может быть, видел, в Астрахани, либо в каких-то других жарких странах есть такое понятие, как закупка арбуза. Вот закупают арбуз, они сначала по рублю килограмм, потом по 2 рубля, потом по 3. Вот, соответственно, тоже такая же волатильная валюта, только биткоин. Вот эта технология закупа и продажи он предложил масштабировать. То есть что он предлагает? Как делать деньги, да? То есть один из продуктов нашей компании Финика стал инструмент по генерации денег. Как он работает? У тебя 30 тысяч рублей есть? Например, $500, да, условно говоря. Вот свои $500 он покупает биткоин с помощью нашего сервиса. В течение, то есть, например, на 9 утра он закупился, на 13 часов он распродал, у него в кармане уже $600. То есть, грубо говоря, в этих $600 $100 он заработал. Так вот, это простейшая технология. Шаг первый. Закупи с помощью нас биткоины и продай с помощью нас биткоины. И несмотря на курс, нам плевать на этот курс. Все подробности вам скинут видео. Дамир, я думаю, скинет видео, как это работает. Эта технология позволяет зарабатывать. Вот первая технология, которую мы предлагаем с помощью нашей системы освоить для того, чтобы понять, как вообще наша компания генерит деньги. Да? Обратите внимание, 500-600, $100 по отношению к $600 – это
заработок составляет порядка 25%. Это хороший результат. Даже если ты заработал с $500 $50, это 10%, да, либо $30, там порядка 7%. Это очень хорошие цифры для любого человека, который более-менее понимает что-то в инвестировании. И вот эта технология, я подумал, а как мы можем это масштабировать, да? Мы создали первый трейдинговый отдел, мы создали автоматизированные системы, которые помогали нам быстро считать. Вот. Все это позволяло нам выходить на доходность там 5-7% в день. Мой капитал работает в этом уже 1,5 года, и я, как владелец этого капитала, принял решение для себя, что опираться только на биткоин – это опасно. Ну, просто опасно в силу того, что даже если хорошо, когда биткоин растет, либо он пользуется спросом. Да, несмотря на то, что курс биткоина падал, количество сделок с биткоином росло. Это показатели РБК, это показатели больших, хороших аналитических компаний, которые говорили, биткоин все равно используется как платежное средство. Соответственно, я подумал, но просто опираться на биткоин – это опасно. Какие есть у меня еще инструменты высокодоходные, но при этом которые страховали бы меня от потерь? И я принял решение изучать фондовый рынок, я принял решение изучать Форекс, я принял решение изучать все остальные инструменты, которые дают такую высокую доходность. И пришел к модели, при которой мой капитал, даже при том, что биткоин может проваливаться, даже биткоин может потерять в цене $3000-4000 там, за сутки, за двое. У нас в этом году уже такие ситуации были. Я все равно зарабатываю от 1,5 до 2% в день. Каким образом это происходит? Я свой капитал делю на разные инструменты. Видно, да? Но совершенно разные инструменты. Например, я познакомился с человеком, я сейчас просто их зарисовки вам дам, чтобы вы послушали. Например, задача каждого инструмента дать доходность 5%. Назвал этот продукт индекс CTI. Индекс CTI. Задача каждого инструмента давать доходность по 5% в день. Каждому. То есть, если я говорю о том, что вот у меня есть $1000, $1000 делится на 10 кусков по $100, например, часть на биткоин, часть на фондовую биржу, часть на Форекс рынок, внутри этих рынков есть по 3-4 разных подпродукта, которые работают уже в своем направлении. Например, у меня есть специалист, который очень хорошо понимает в паре евро-доллар, да? Есть специалист, который хорошо понимает в нефтяных контрактах, допустим, на бирже Чикаго АМП. Есть специалист, который понимает хорошо в нефтяных контрактах, но уже на Мосбирже, да? Есть специалист, который работает с биткоином по той технологии, которую я показал, покупает, продает. Есть у нас продукт, называется обменник криптовалют. Это порядка там, от 3 до 5% в день, эта сумма работает обменник. Соответственно, когда мои деньги начинают работать, разлетаются по 10 разным инструментам, задача каждого инструмента дать 5%, то даже если у меня проваливается 3-4 по доходности инструмента, то вот эти инструменты дают доход. А теперь представьте себе, что ту же самую работу вам пришло. Ладно, у меня уже были потери, то есть я вкладывал большие деньги и выработал некую модель, собрал коллектив людей, которые разбираются в этом гораздо лучше, чем я. Единственная моя задача создать была платформу, на которой можно было зарегистрироваться и воспользоваться услугами этой команды. Вам не надо бегать в 10 разных компаний, размещать 10 разных договоров в разных, да, чтобы вы могли просто воспользоваться своей $1000, там, $1000, для того, чтобы это $1000 приносило вам доход, как будто бы вы уже все 10 компаний обижали и с каждой договорились. Причем практика показывает, что управляющие компании, очень большого толка управляющие компании, зачастую заинтересованы в сливе денег, которые доверяет им клиент. Я столкнулся с этим на форексовом рынке, я столкнулся с этим на рынке фондовом, там, например, московской бирже, да. Есть биржи, а есть брокеры, которые заинтересованы в процентах туда и обратно. Соответственно, я убрал эти прослойки, создал механизм, при котором трейдер, который заинтересован в росте собственного капитала, заинтересован и собственного капитала, и заинтересован, получается, в капитале моего инвестора. Что происходит?
Как это все работает? Поступило $1000. С ней работает. Например, этот инструмент дал 3,5% доходности. Ну, я сейчас могу просто зачитать. Последний отчет, допустим, за позавчерашний день. Например, 1 минуту. Это вот уже экспромт. Так, у нас переписка. Вот. Мосбиржа. Вчера был дурацкий день. А, нет, это среда. Извините. Это среда. Мосбиржа 2%. АМП 10%. 2%. 10%. Форекс сделали 1,5%. На Битмиксе сделали 8%. И на... Извините, пожалуйста, я веду вебинар. Я перезвоню. %. И обменник мы сделали 7%. Грубо говоря, вчерашний день, позавчерашний день отработали вот в таких показателях. Да? Вот в таких показателях. Это все усредняется, суммируется, и, скажем так, 3,5% в среднем компания заработала на капитал. 3,5% на 1000 долларов – это $35. Все правильно? Что происходит? Это за один день. $35 примерно делится, 30% начисляется инвестору, 30% остается трейдеру, 30% остается в компании. То есть заработанные деньги. Видите, продолжает работать. 10% это резерв на всякие непредвиденные падения и выпадения. Теперь 30% от 3,5 примерно 1,3-1,4%. Соответственно, позавчера владелец вот этого индекса CTI получил 1,4%, то есть $14. Вот так примерно это работает у нас. Работает уже 4, по-моему, месяца, если не ошибаюсь, в эффекте масштабирования. То есть это уже не только мои деньги работают, а когда ко мне приходят люди и говорят: возьми мои деньги в управление. Даже сейчас так происходит. Некоторые люди стоят в очереди для того, чтобы эти деньги были приняты. Потому что у нас не все было готово с точки зрения масштабирования. Дамир, вот, в принципе, у нас уже есть некоторые с вашего региона, которые эти деньги получают. Теперь, как мы работаем? Мы работаем в битке, то есть мы деньги принимаем в битке, соответственно, мы можем принимать деньги где угодно. Поэтому у нас есть партнеры и из Таиланда, и из Германии сейчас, у нас есть из ближайшего зарубежья. И я очень надеюсь, что данный продукт может быть интересен группе людей, в данном случае в вашем присутствии, да, в вашем лице и на вашей территории, на территории Казахстана. Я готов кратко выслушать вопросы, которые вы можете сформулировать либо... Это в день, да, совершенно верно. Я привел пример работы в день. Вот, не знаю, попробую показать отчет. Вот один из отчетов. Вот как-то так примерно это происходит управление. Для того, чтобы понять профессионализм, можете пока прослушать, прежде чем вопросы. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь. Я сейчас буквально покажу, как я сегодня собирал фишки, здесь так называется фишки трейдера. Вы послушайте, как они работают, что они делают. Еще раз, я сейчас вам Дамиру отправлю 5 видосов последних, да, которые я просил прокомментировать, что мы делаем, да, и как мы добиваем доходности, вот, конкретно применительно к вчерашней, позавчерашней практике, просто чтобы вы поняли, уровень профессионализма. Да, соответственно, вот эти все ребята отвечают за разные продукты. У них есть разные коллективы, разных людей, тут уже там я не вмешиваюсь, потому что, первое, они зарабатывают с заработанного. Никого на окладе нет, ни одного человека, который бы сказал: так, если я проиграю, то ничего страшного. Потому что половину дохода своего они оставляют внутри капитала клиентского. То есть, по большому счету, я создал систему, при которой сращивается капитал клиента и капитал трейдера. При этом через платформу Финика трейдер не знает, чьей тут капитал, но он точно знает, что в этом капитале его деньги. И получается такая модель, при которой
мы убираем всех посредников и делаем единую такую срочную, заинтересованную в результате денег. То есть не в сливе, а именно в зарабатывании. Это очень важно. Соответственно, те деньги, которые он зарабатывает, половина, то есть 15% от заработанного, он оставляет непосредственно внутри самого общего капитала. И это очень сильно оказалось. Реально люди заинтересованы. И у нас вот эту модель уже прошла 2 раза проверку на вшивость. Первый раз, когда биток очень сильно упал, это было буквально неделю назад, он в течение дня потерял 1500, потом поднялся, потом опять потерял. У нас в этот день по 3 продуктам, связанным с биткоином, был 0, 0 и 1 маленький минус. Зато остальные продукты, Мосбиржа, нефтяные контракты, АМП нефтяные контракты, причем как длинные, так и короткие позиции, Форекс, евро-доллар и Форекс по золоту, нам выдали стандартно 1,7, 1,8 и 3,8 и 10% за день заработали, да, трейдеры. И это как раз и позволило все равно в этот день провальный по биткоину, когда все компании, хайпы и пирамиды, которые росли до биткоина, выплачивали, они вообще в этот день многие подвалились. Мы выплатили 1,4% за один день. Зато и точно так же было 31 числа. 31 число – это время новостей. 30-31 профессиональные трейдеры стараются не торговать, потому что рынок, как говорят они, мертвый, такая линия, практически волатильность очень маленькая. И в этот день, наоборот, мы по биткоину сделали там 28% в одном месте, в одном продукте 17% сделали, и где-то на приросте курса мы получили еще 8%. Спокойно 1,4, 1,1% получил держатель индекса CTI. Вот, собственно говоря, эта модель проверяет себе, она застрахована не с помощью каких-то там супер-мега обещаний от страховых компаний. Эта модель застрахована математикой. То есть вот очень сложно представить себе ситуацию, при которой навернется все. При этом я всегда говорю, ребята, это инвестиции. Это инвестиции, которые вкладываются в максимально рискованные продукты. Но за счет того, что этих максимально рискованных продуктов 10, получается очень хорошая модель, при которой даже если 3-4 провалятся, оставшиеся вытащат. 7 провалятся, ну хоть 0,2% заработают. А даже 0,5% в день, извините, это очень бешеные проценты, смотреть даже на просто доходность по любой сфере бизнеса. Вот это сейчас работает. Соответственно, у нас есть уже с вашей стороны представители. Мы пока громко это не афишируем. Мы поставили цель собрать не больше 10 единичек долларов, потому что это цифра, которую я знаю точно, как будет управляться. Мы сейчас находимся где-то в самом начале пути. Если примется решение о том, что мы будем цифру увеличивать, это будет какой-то уже отдельный инструмент по генерации денег. Вот. Но сейчас модель работает, деньги платятся, трейдеры работают. Как работает трейдер, я вам еще скину. Вложенную сумму вы можете вывести в полном объеме, когда вы захотите. У нас нет сейчас ограничений. Вы, допустим, пока депозит работает у вас, это вот еще одно принципиальное отличие, допустим, от тех же пирамид и хайпов, которые говорят, вы к нам вложили, если заработали 500%, все, вы выходите. Нет, деньги у нас, если они у нас работают, значит, деньги приносятся. Основной продукт наш – это не крипта. В том-то и дело. Мы с этого начали, потом поняли, что и покупка, и продажа – это один из инструментов. Их еще 9. Из них 3 на крипте построенных, остальные на традиционных рынках. Просто с помощью, повезло найти людей, которые в этом очень хорошо понимают. Сейчас ответы слышали, которые я? Показывает, что работает. Спасибо за комментарий. Умно, не умно покажет практика, да, но пока практика нас вытаскивает, дай Боже. Минимальный взнос какой? Кратно $1000. Кратно $1000. У нас есть пополнение с помощью битка, автоматизированная платежная система. Вы просто заходите, говорите, хочу пополнить на 1000. Я думаю, что Дамир вам поможет, покажет, и помощник у меня покажет, как это делается. С каждым рисков нет, выводить в любой момент можно. Рисков дофига, сразу скажу, да, их же много.
Просто за счет того, что они друг друга перекрывают, они сами друг с другом сталкиваются с риски. Вот если бы вы вложились только в Форекс, вот что это еще я хотел рассказать. Я общался с каждым представителем, и каждый представитель верит только в что-то свое. Вот есть люди Форекс веры, да, есть люди Мосбиржа веры, есть люди АМП биржа, да, это чикагская биржа, известная, вторая по объему торгов. Есть кто-то верит только в биток, он в этом понимает, док, и другие не хочет вещи слышать, да. Но я как инвестор понимаю, что если я буду работать только в одном направлении, я рискую 50 на 50. Но если я работаю с каждым, да еще в одном капитале, для меня риски сведены к минимуму. Они, естественно, есть, их не может не быть, да, это инвестирование. Отсутствие рисков в инвестировании означает, что ты не инвестируешь. Не бывает, да? Поэтому, когда я просто мозгом понимаю, что мне гарантии никто не даст, спасителя ко мне никто не придет, и если мне интересно зарабатывать, я должен в этом разобраться. И я понимаю, что не все люди могут в этом разобраться. И мой интерес создать такую модель, при котором и люди будут вот так зарабатывать, и я с каждого по процентику буду зарабатывать. И тогда вот это получится синергия всех этих усилий. Трейдеры зарабатывают на капитале клиента, заинтересованы в том, что ни копейки не потерять, у них очень много стопов. Те, кто понимает в фондовом рынке, знают, есть слово «стоп». Выставил стопы, это означает, что есть безубыточная вещь. Поэтому, когда я ему говорю, что если какой-то риск, он минимален. У нас реально все совещания по капиталу проходят через стопы. Мы могли бы и больше зарабатывать, но стопы нас притормаживают, зато и меньше теряем. Фишка в том, что в 10 направлений раскидывают. Да, основной продукт, в том-то и дело, Акмарал, основным продуктом является команда. В данном случае команда людей, которые способны это делать. Вот нет такого, чтобы есть только один, который всех тащит. У меня сейчас этот бизнес построил вообще децентрализованно. Именно децентрализованная система принятия решения по капиталу позволяет, наоборот, сохранять его с еще большей силой, если бы вы принесли деньги в одно место, где есть один или два человека, которые четко решают, что с этими деньгами делать. Поэтому я радуюсь на этой модели, да, никого особо не зову, вот, но в данном случае очень много было вопросов там от людей, которые говорят: слушай, а что ты делаешь? Я вот это делаю, вот это делаю, вот это. А можно я? Он реально приносит деньги, просто вот представит деньги, забирай. Я говорю: в смысле, а разговор, расписка? Все нормально, я знаю тебя. Вот все. Вот после этого нельзя было не попробовать это масштабировать. И, соответственно, сейчас мы, находясь в стадии такого роста, да, можем себе позволить физических лиц, которые могут вкладывать кратно $1000. При выводе ежедневном комиссии 10%, еженедельная комиссия 5%, каждые 8 дней, если вы выводите, то 3%. Это вознаграждение трейдера, вознаграждение площадки. Если вы выводите доход, если вы снимаете депозит, то это без процентов, если вы закрываете депозит. Но, правда, таких пока людей у нас не было. Потому что, да, совершенно верно. Я таких людей не знаю, потому что вы же понимаете, что такой доходностью деньги отбиваются за 2-3 месяца. То есть просто. А дальше это сверхдоходы, те, которые вы просто получаете и получаете. У нас есть даже программа, как из 1000 превратиться в 15 тысяч за 8 месяцев. То есть реинвестирование позволяет в $15 000 превратить твой депозит в $1000. И нам это тоже интересно, чтобы деньги туда-сюда не ходили, а постоянно прирастали. Поэтому мы все мотивационные программы заложили. Теперь, с 1 августа мы объявили специальное промо для тех, кто выполнит минимум 10 тысяч личных продаж. Мы отправляем его на 5 дней из Москвы в Турцию. Такой хотим большой теплой компании съездить и поработать, и поговорить, и отдохнуть. В общем, неформальной обстановке прокачаться на большие деньги и вернуться, потому что сентябрь, октябрь, ноябрь, потом середина января, февраль – это самые мощные, скажем так, дни месяца по доходности, потому что рынок очень волатильный. Да, 10 продаж по 1000. Это минимум 5 человек. Минимум 5 человек должно быть в личном приглашении, либо личных продажах. Мы отправляем на 5 дней в Турцию. И плюс у нас есть промо 7. Если ты сделал 7 личных продаж, то тебе лишнее в конце месяца в копилку летит еще $200. Твоих личных. То есть плюс к тому, что ты продаешь, это $50 с каждой 1000, тебе еще $200 прилетает. Так, давайте тогда быстренько маркетинг-план расскажу.
Принципиальная задача маркетинг-плана – это простота была. Вот. Значит, первое, мы идем от продукта. Поэтому маркетинг-план, он не супер бешеный, да, но он достаточно для того, чтобы рекомендовать и быть спокойным за свою рекомендацию. Итак, твоя рекомендация на $1000. Если ты продал на $1000, то 50, эквивалент $50 прилетает тебе сразу в момент, когда осуществил транзакцию. Далее, если ты сделал 7 продаж до конца месяца, ну, то есть за месяц, то у тебя прилетает еще дополнительно, плюс деньгам, которые ты сделал, еще $200. И, наконец, как раз у нас есть на этот месяц, только на этот месяц, теплая промо. Это когда ты сделал 10 продаж, да, то ты летишь в Турцию, что называется, в бархатный сезон, когда не супер жарко, 24-25 днем вообще погода, при этом солнце, море очень теплое, как парное молоко. Все те, кто понимает немножко в отдыхе и не перегревание, знают, что Турция в эти времена это самое прекрасное времяпровождение. Поэтому вот мы и хотим вот в это время поймать и как раз сделать такой задел на сентябрь-октябрь, чтобы в сентябре люди вернулись, сделали еще больше такой взрыв, да, денежный, и уже мы вошли в сезон, то есть сентябрь, октябрь, ноябрь, середина декабря с высокой доходностью, с высокой волатильностью заработали побольше денег. Вот как так это работает. Плюс для тех людей, которые строят бизнесы, у нас есть мотивационная программа уровневая. 3% с дохода твоя по структуре на 10 уровней, согласно твоему достигнутому уровню, мы выплачиваем непосредственно тебе. Вот. Но это будет легче всего посмотреть таблички, которые вам сегодня скинет Дамир. Ну, либо, ребят, кто-то скинет? Кто сейчас на связи с Дамиром? Ну, короче, у нас помощники вам помогут разобраться. Вы сейчас можете оставить контактные свои данные. Куда им писать? Дамир, возьмешь на себя тогда распространение информации? Я кроме тебя пока не знаю никого. Вот, тебе я скину, да, по маркетинг-план. Соответственно, если у тебя нет желания заниматься бизнесом в компании, ради бога, площадка построена скорее под инвестора, нежели под сетевую компанию. И сетевая составляющая здесь только процентов на 15. Все остальное – это традиционный бизнес, традиционный капитал, который здесь работает. Давайте еще по вопросам пройдемся. Выводить можно в любой момент, совершенно верно. На вход денег у нас первое начисление на 3-е сутки происходит, вывод на 2-е сутки. Работаем в битке, вход и выход, поэтому удобно работать по разным направлениям. Имеется в виду географически. Акмарал, я услышал, но, возможно, вопрос в интернете с обеих сторон, да, поэтому гляньте на видеозарисовку, это будет сохранено. Это вы нас простите, что мы не можем пока полноценно вам протранслировать. Но, если честно, как бы мы ни пытались все отладить, все равно кому-то что-то не нравится, наверное, все-таки связано со скоростью передачи информации. Если вопросов нет, то я сейчас скину видосы, посмотрите квалификацию трейдеров, они в разных направлениях дали свои комментарии на полминуты. Вот. И, соответственно, у меня очень простой разговор со всеми людьми сейчас. Занимайся чем хочешь, а деньги должны быть всегда. Да? И поэтому для генерации денег, как делать деньги непосредственно с помощью системы, вот наш инструмент. Если ты считаешь, что мы слишком рискованные, если ты считаешь, что все, что мы делаем, это неправильно, то ты просто не присоединяешься к нам, а пробуешь заниматься то, чем ты, во что ты веришь, да. Если то, что мы делаем, тебе нравится, если ты готов рисковать, соответственно, добро пожаловать, мы будем делать все, чтобы ты был доволен. У меня на этом все. Если вопросов нет, то до встречи. Готов приехать, если вам нужно будет презентовать это на аудитории. Ну что ж, спасибо большое. Всего доброго.